МИД Туркменистана пригласил журналистов из национальных и международных СМИ, пресс-атташе дипмиссий и экспертов в области информационной политики для участия в круглом столе на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве», который прошел 14 апреля в Ашхабаде. Модерировавшая мероприятие замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бешимова заявила, что назрела необходимость более активного продвижения оперативных и достоверных сведений о Туркменистане и отметила необходимость развития деятельности в Туркменистане частных СМИ. Об этом пишет издание «Хроника Туркменистана». В свою очередь, Хроника Туркменистана отметила, что в Туркменистане есть частные информационные сайты, при этом они зарегистрированы в России. Но нет изданий с независимой редакционной политикой. Все частные новостные сайты повторяют сообщения Государственного информагентства ТДХ. Стоит напомнить, что Туркменистан остается одной из самых информационно закрытых стран как в регионе, так и в мире. Единственным источником достоверной информации для жителей страны являются независимые интернет-сайты, которые в свою очередь блокируются режимом Бердумухамедовых. Группа ученых из американских Чикагского и Мэрилендского университетов провела исследование интернет-цензуры в Туркменистане. Интервью с одним из исследователей Нгуеном Фонгом 12 апреля опубликовал портал Global Voices. Фонг заявил, что в прошлом изучал интернет-цензуру в Китае, где правительство блокирует больше 300 тысяч доменов. Он полагал, что в Туркменистане столь масштабные блокировки невозможны, но в итоге ему пришлось признать свою ошибку. Они блокируют на разных уровнях по разным протоколам – DNS, HTTP, HTTPS. Они блокируют домены с помощью так называемых регулярных выражений, которые представляют собой систему блокировки на основе правил. Одно из худших правил блокировки в Туркменистане заключается в том, что правительство блокирует каждый сайт, который заканчивается на w.org, то есть на World Press. Его используют активисты и блогеры. Независимая новостная и правозащитная организация Turkmen News со ссылкой на источники внутри страны называют еще более грандиозные цифры. По состоянию на осень 2022 года в Туркменистане были недоступны около 2,5 миллиардов IP, а за полгода под блокировку попали еще около полумиллиарда адресов. Всего в мире насчитывается около 4 миллиардов IP. Таким образом, в настоящий момент под блокировкой находятся 3/4 интернета, и ситуация ухудшается с каждым днем, сообщает Turkmen News. Единственный мессенджер — это ИМО, который работает, через который мы общаемся, и государство это может полить, как бы, все. Они видят, что мы там переписываемся. Через VPN можно заходить в интернет, конечно же, устанавливать на телефон VPN, но если об этом узнают, тоже штрафуют, могут на 15 суток посадить.